Ассалам алейкум, сюрди кёль, вежери ижери. Добрый вечер, приветствую всех, друзья. Сегодня 19 апреля 2021 года. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сейчас время 21:30 по Берлину и 22:30 по Джохару соответственно. Так, приветствую, друзья. Чуть-чуть сегодня в связи с Рамаданом я подвинул стрим на полчаса назад, так как все должны покушать. Ну и еще была причина. Так. Маш Доваль, Шадерша. Так, Исаак Шмулевич, тоже тебя приветствую. Так, по порядку. Ури, ва алейкум салам, ассаламу алейкум, алейкум салам, неуловимый Джо, ва алейкум салам. Волк, Маш Воль, Немо, ва алейкум салам. Как-то так все будет, Ичкерия. Да, Мула, Сюгер, салам алейкум, Ал Маршал Душик, Массерга, Нох, Чинох. Дейлер, салам, Маршал Гуль, Аслан Лорс, Маш Воль. Пайки Марк, ФСБ, преступная террористическая организация, служащая преступной власти. Совершенно верно. Робик, ассаламу алейкум, вараматуллаху ва баракатуху. Всем доброго. Пусть Всевышний примет ваши и наши молитвы. Алейкум салам. Так, Маждад, ассаламу алейкум, доброго вечера всем. Алейкум салам, Маждад. Аслан, иногда ахюк штолка хайн духал дох кун а. Дох кун. Не понял, что ты имеешь в виду. Так, Маждада Милу из Муса Тимирбаев, вар из или Тимир Султана, вар из вспомнил теме, что сегодня его слушал, весь свой яд вылил. Я продепортирован на чеченца. Шудицу, сокличмова, окна, цажалки, физиономия, шуй на всем хайповать деш, дог яйца, лишь бы сказать, упрекнуть, а сами ни рыба, ни мясо. Ну ж путишь, Маждад. Аслан Машур, как найти? Дейлер салам Машал. Гуль, как найти? Ой, Маш, лунный свет, алейкум салам. Так, М6 на месте, Чечня, не Россия на месте. Алейкум салам, Маш Дуэль. Интерхунта. Витаю вильных людей. Витаю, Василь, приветствую тебя. Так, С6, салам алейкум, алейкум салам. Дейлер салам Машур, Аслан Шу, Масуду Ильшу. Амин. Так, у нас уже 92 человека, 91. Можно начать. Задавайте ваши вопросы и давайте расскажите, о чем вы тут обсуждали без меня. Так. Долгое время меня они не трогали, не знаю, с чем это было у них связано. Но вот опять возобновили вот эту свою провокацию, опять это ложь и так далее. Ну, я уже давно к этому уже привык, я даже не обращаю внимания. Главное, шаг за шагом, степ-бай-степ, как говорится, мы идем к своей цели, мы разоблачаем ложь, как бы они ни маскировались, как бы что они делали, всегда есть зацепки, как у любого преступления, всегда есть следы, и, соответственно, мы можем всегда сделать так, чтобы выявить эту ложь. Иногда не сразу, иногда для этого требуется нам время, но да, Аллах, все у нас отлично получается. Так что все нормально, Вежари. На меня, я, помните, в самом начале, тот, кто смотрит меня с самого начала, помните, я сказал, что я знал, что будет там, да, и грязь будет, и репутация будет там испорчена и так далее. Ну, это, ну что поделаешь, не только моя репутация, да, пачкалась. Все, кто пытался хоть как-то
защитить чеченский народ от фашистов. Он всегда становился нацистом, фашистом, террористом, исламистом, кем угодно. И, ну, как бы мы это понимаем, и ничего страшного, все будет Ичкерия. Так, Станислав Вовченко. Всем удачи и счастья, кто повстал против кремлевского режима. Аминь, Станислав, аминь. Так, видит тебя Саваш. Так, это он как найти? Питер Уолл. Аслан, как ты думаешь, будет ли война в Украине? Я думаю, вероятность такая есть. И она не маленькая, скажем так. Нельзя сказать, что она слишком большая, но то приготовление, которое сейчас там провела Россия, то в какой-то степени, да, скорее всего, война будет, может быть маленькая война, часть еще попробует отжать, так как на большие действия они не решаются. Это такая тактика. Путин трус, сам по себе трус. И его солдаты тоже не имеют такого супер боевого духа. Поэтому как они делают, даже да, против той же маленькой Грузии, они так, ползучую оккупацию совершают против Грузии. То же самое, но уже более масштабно, чуть более масштабно они могут применить против Украины. Конечно же, Украина это не 2014 года Украина, когда разброд и шатание было, когда не было верховного главнокомандующего, хотя исполнял Турчинов эту роль. Но сейчас ситуация изменилась. Сейчас Украине помогают, и Путин не пойдет вот так массированно, мощно вперед. Хотя нанести ядерный удар, опять же, да, некоторые вещи, которые мы говорим, они иногда кажутся такими невозможными. Ну как так, это невозможно. Но вспомните, как все было. Все невозможно было. Нападение на Ичкерию тоже нам казалось тогда это невозможным, первое нападение. Второе нападение после того, как войска ушли, после первой русско-чеченской войны, вывели с нашей территории, мы тоже думали, что больше они не вернутся. Ну, некоторые, конечно, не думали, как я, но по большей части люди, и я, ну, если честно, я особо так и не анализировал это дело тогда, вернуться, не вернуться, ушли, победили, победили. Вот такая вот ситуация была. Взорвали свои дома. Как вы думаете, люди, которые взорвали свои дома, когда лет 20 назад были помоложе и не было таких откровенных преступлений против своего народа, сейчас, когда уже совершили эти преступления, когда они уже погрязли в этих, по горло, по щиколотку, там, я не знаю, по макушку, в этой крови своих же граждан, то, конечно же, есть большая вероятность, большая она или маленькая, я не знаю, что какой-нибудь ограниченный ядерный удар нанести по Украине, ну, все что угодно может. Все что угодно от этих фашистов можно ожидать. Нужно готовиться, помогать весь мир, и так Украине помогает, но рассчитывать только на себя. Даже если этот весь мир отвернется, как он отвернулся от нас, мы продолжаем свою борьбу. У нас силы не бесконечны, конечно, но морально, духовно, идейно сломить нас не удалось. Ичкерия победила. И я живой свидетель этому, живое даже сказать доказательство, и вы все, кто меня смотрит и поддерживает, и таких, как я, здесь в Европе огромное количество, и не только в Европе, и в самой Чеченской Республике. Но они будут продолжать, и может быть все что угодно. Так, Зазам Чедашвили, Гамарджоба всем, Гамарджоба Аслан, Гамарджоба аудитория канала. Гагимар Джос, Заза, приветствую тебя.
Лунный свет взаимно Саваш. Так, ассаламу алейкум. Жимгат, Россия, Казахстан, война. Алейкум салам. Слава Украине, Грузии, Чечения. Жора Дзава. Да, отвернулся от нас, в отличие от Кувейта или Коса. Да, чеченцы победили. Да. Да, совершенно верно. Но победили это тоже такой, с натяжкой, можно сказать. Я просто не хочу, скажем так, своих старших соратников задевать этим, что победа-то она такая была, очень сомнительная. Осталась агентура внутри страны, убито более 100-120 тысяч людей, граждан Чеченской Республики Ичкерия. Города, заводы, фабрики, все в руинах, под ноль просто, от слова, просто совсем ничего не было. И, конечно же, в этом смысле не совсем верно было. Плюс наша победа, опять же, не обидеть никого, наша победа, она была такой не только военными силами, скажем так, была оказана эта победа. Она, международные институты приложили максимум усилий, дипломатических усилий для того, чтобы конец этой войны все-таки произошел за столом. Ну вот, как-то так. Так, я, знаете, что хотел бы вам показать, пока вы раскачиваетесь. Мождада в бою победили, на интеллектуальном фронте мы проиграли все, говорит. Это так, о чем я? Читаю ваше сообщение и отвлекаюсь, короче. Юсуф Кукуин, найди мне девушку. Юсуф Кукуин, я тебе уже сказал про девушку. У тебя есть девушка. Масира дуэли Юсуф Кукуин, вайдалси. Так. Так, возвращаемся. Возвращаемся к нашей теме. Итак, давайте смотрим. Министр обороны ФРГ: Россия представляет непосредственную угрозу безопасности Европы. По мнению Крамп-Карренбауэр, введение России войны в центре Европы создало реальную угрозу. Это министр обороны, это Deutsche Welle. Вчерашний выпуск, по-моему, или сегодняшний. Так, вот, смотрим. 18 апреля 2021 года. Россия представляет конкретную и непосредственную угрозу безопасности в Европе. Такое мнение высказала в субботу, 17 апреля, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках проходившей онлайн-конференции Кёнигсбронские разговоры. Наращивание России вооружений и введение ей войны в центре Европы создали реальную угрозу, уверена глава оборонного ведомства Германии. Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, обращает внимание на важнейший политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы. Развертывание Искандер-М. Крамп-Карренбауэр, в частности, обвинила Россию в развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени для реагирования. Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружением и в тайне.
утверждает она. Министр обороны России лишь после долгих запирательств в 2018 году признала то, что в Калининградской области размещены и взяты на вооружение ракетный комплекс «Искандер-М». В Москве в ответ на озабоченность генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявили, что НАТО в последнее время активизировалось у границ России, и в связи с чем появление «Искандера» в Калининградской области следует считать следствием действий альянса. Глава Минобороны ФРГ похвалила сдержанную реакцию Киева. Нынешнее наращивание сил РФ у границ Украины глава Минобороны также расценила как целенаправленную провокацию Москвы. Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию, уверена она. Кроме Крамп-Карренбауэр в этой связи похвалила сдержанную реакцию Киева, потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешательства в эту игру русских, добавила руководитель оборонного ведомства Германии. Обострение российско-украинских отношений. В отношениях Киев обвиняет Москву в переброске десятков тысяч военнослужащих границы с Донбассом и в Крым. В свою очередь, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник утверждает, что РФ ведет подготовку к войне и с его страной. Единственной альтернативой этому он назвал восстановление ядерного арсенала Украины. По словам Мельника, в подобной ситуации Киев будет еще решительнее добиваться членства в НАТО. Итак, только что мы увидели, что Германия наконец-то 5 лет назад, уже почти 6 лет назад, когда я сюда приехал, и мне доводилось общаться с немецкими представителями власти, я тогда говорил, что против Германии ведется война. Она не открытая, не горячая фаза этой войны, но ведется война. Перед любой войной любое государство сперва проводит подготовку. И я видел эту подготовку. Она велась, конечно же, в первую очередь против Германии, против Европы. В первую очередь против Германии, так как Германия является самой мощной, самой сильной в экономическом плане страной в Европе. И Германия является верным, надежным союзником Соединенных Штатов Америки. И чтобы выбить почву из-под американцев, здесь проводятся разные подготовительные работы. И вот мы видим сегодня, вчера, позавчера, 17 числа, министр обороны уже заявляет, что это уже попахивает подготовкой, непосредственно угрозу представляет безопасности. Так что с запозданием европейцы реагируют, но реагируют, что хорошо. Так. Ассаламу алейкум, братья и сестры. Мирко Гиммлер. Валейкум салам. Гиммлер. Ну, у тебя имя. Фамилию ты себе Мирко выбрал. Надеюсь, она настоящая. Валейкум салам. Так. Союз НАТО. Ури говорит. Так. Надо вычислять и экспортировать всех агентств, спецслужб и их друзей с Европы, независимо их нации и расовой принадлежности. Да, надо работать в этом направлении. Так, вот. Рашки уже давно пуги на все договоренности. Валить эту Рашку пора, пока не поздно. Американские эсминцы вышли из Кипра по направлению к Черному морю. В мае их сменят британские корабли. Класс? Класс. Так, Юсуп Кукуй, Аслам, все будет Ичкери, да поможет тебе Аллах. Дал мула. Дейлрейс Хулиус. Это еврей или чеченец в эфире? Хаутпьер. Это имеет принципиальное значение, Хаутпьер.
Просто так без причины не экстрадируют, там пахнет игиловщиной. Казахстану нужен турецкая база. Основной, как думаешь, деньги или демократия правят земными рычагами? Думаю, основной правят деньги. Но скажу так, что не все в этом мире так однозначно, что в этом мире не все так однозначно, и не все люди плохие на этой земле. И, скажем так, у нас есть то, что мы имеем. Вот с учетом того, что мы имеем, а мы имеем очень много, на самом деле, я имею в виду не чеченцев, а вообще человечество, которое достигло к сегодняшнему дню вот таких высот. Да, эти высоты по защите прав человека, они иногда идут вниз, приходит какой-нибудь там президент или группа лиц в какой-нибудь Америке или где-нибудь в Германии или еще где-то. И иногда курс меняется, немножко отклоняется, но то, что мы имеем, это на самом деле очень уникальная возможность сегодняшняя, сложившаяся для человечества, которым мы можем отстаивать свои права. Это очень действенный способ. Да, конечно, добро должно быть с кулаками, должна быть армия, вооруженные люди, они обязательно у нас будут. В этом плане нам надо дойти до этого. Для этого у нас должна быть своя полиция, своя территория, юрисдикция, потом полиция, потом армия, спецслужбы обязательно. И так далее, и так далее, и так далее. Все это должно быть, и да, мула, это все будет без сомнения. И тогда мы будем нормально, по-человечески развиваться. Да, мула. На сегодняшний день, конечно же, деньги имеют очень большое значение в этом мире. К большому сожалению. Всегда так было. И, наверное, еще очень долго будет. Наверное, всегда так будет. Так. Байсангур де Лафер. Асна, как сегодня смотрел видео с Курочкиным и Орловой? Что ей так не понравилось? Это что за видео такое? Наверное, это Романовой. Ты, наверное, Романовой, да? Ольгой Романовой. Ты говоришь. С Ольгой Романовой, да? С Ольгой Романовой, с Андреем Курочкиным мы пообщались. И я просто не знаю, как доносить до этих людей. Взрослые люди. А Ольга Романова, она журналист. Это не посторонний человек, который пришел там в чат рулетки, встретился и мне что-то говорит. Который там набит по уши пропагандой. Нет, Ольга Романова это одна из тех, кто в России занималась той самой пропагандой. Той самой, да. Когда против Украины, она чуть-чуть по-другому все это уже рассматривается. Да, мир отвернулся, американцы, самые главные игроки в этом мире, с Россией уже не в таких хороших отношениях, как были. Но Ольга Романова прекрасно все понимает, происходит. Сейчас про Украину они так не говорят, украинские бойцы, например, могут убивать оккупантов, и за это они не становятся. А вот если это чеченцы делают, я имею в виду для русских либералов, так-то в мире никто не становится. А если вот чеченцы это делают, то чеченцы все, они плохие. Нам нужно поднять лапки и сдаться, пока, например, мир не скажет, или Америка не скажет, да, вы правы. Между прочим, Америка всегда говорила, что мы правы. Но если слишком сильно России это нужно, она предлагает что-то там, Афганистан, там, взрывы домов в Америке, да, этот Боровой рассказывает, ведь, живой свидетель, не Боровой, как его, который с Дудаевым разговаривал, напомните, пожалуйста, если вы помните его имя. Неважно, короче говоря. Разговаривал буквально за несколько минут до гибели с Дудаевым. Он рассказывает, что готовились взрывы вот этих домов, что ГРУ об этом знала, российская, и так далее, и так далее. Там много что, если копать. Давайте вспомним, например, чуть-чуть переходя на темы, с темы на тему, вспомним, например, взрыв Саяно-Шушенской ГЭС.
Помните, в 2009 году? Там тоже какие-то там чеченский след, там исламский след, там много чего говорили, обсуждалось. И так и непонятно, что там произошло, да. Погибло много людей и все, и как бы. Но зато перед Западом, перед миром, что вот наносят удар по гидроэлектростанции, там по мирным объектам, не военным, что вот гибнут мирные люди и так далее, и так далее. И для Запада, для многих, кому в карман особенно, если тебе там миллион, 10 миллионов засунут, и потом говорят, ну смотри же, они же взорвали гидроэлектростанцию, они же террористы. Тогда ему проще признаться, сказать, ну да, это террористы. Поэтому здесь большие игры, и вся проблема в том, что мы в этом во всем не участвуем. Да, мы можем воевать, мы там готовы погибнуть за правду, но погибнуть за правду этого недостаточно, как выяснилось. Надо победить за правду, и победить ее не просто в бою, а, ну, как правильно говорил Маждада только что, в интеллектуальном бою надо это все выиграть. Так что мне вот эти люди, как Романова, которая там же в интервью говорит, что она вместе работала с, как его, столько много этих пропагандистов. Помните, не помню, забыл его имя, фамилию. Короче, с одним пропагандистом таким матерым, однако передачу он вел. Помните, программа такая была, однако. Леонтьев. Нет. Леонтьев его, что ли, как-то его звали. Ну вот, короче, вот из этого. Она прекрасно все знает. И вот меня вот задело, меня возмутило то, что человек, который прекрасно все знает, начинает рассказывать, что кадыровская фамилия это самое важное. Вот. И Мадуева, и все время нас пытаются свести к этому, что вот когда-то Яндарбиев, Завгаев друг против друга должны были сесть. Теперь мы должны с Кадыровым как-то сесть и разговаривать. Вот к этому нас. Или его наказывать, остальных там оставлять. Нас к этому подводят. Например, тот же агент Тузик, например, постоянно все это время говорит, мы все это видим. И вот появляются зеркала, и вы все видите, у них одно направление. Но ведь я вот у себя на канале, мы все вместе много же информацию даем про взрывы домов. Там. Если бы мы не говорили про эти взрывы домов, если бы мы не говорили про преступления России, то агент Тузик вообще не упоминал бы ни Россию, никак. Русские люди вообще виртуозно лизануть, как он умеет, да? Ну, обычная шваль, подстилка русская, что еще это может быть. И вот эти подстилки, они создают информационный фон. И вот одинаковые у них у всех, что у русских, что у как бы противников, да, и про оккупацию, про нашу независимость и так далее, и так далее. Можно было говорить намного раньше, а не когда мы об этом начали говорить. И то это, как говорится, прям, я не смотрю, это мне неинтересно, когда ты уже знаешь, что тебя обманывают, неинтересно смотреть. Когда имеешь такую возможность, ну говори еще, оставь эту тему, тебе же уже 100 раз объяснили. Нет, не говорит. Ну потому что действующие там много-много нанесшие нашему народу вред. И в таком же русле Романова действует, вот эта Ольга Романова. Она прекрасно знает, что Кадыров это пустышка, это ноль. Да, Кадыров приближенный, у него особые там привилегии, но он ноль. И причем он ноль даже в том смысле, да, что не просто как губернатор, да, он приближен к Путину, он его там деликатные вопросы решает, очень доверенный ему человек. Но при всем при этом у него меньше прав, чем у любого губернатора.
который есть в Российской Федерации, любого там города, субъекта России. Потому что когда уйдет Путин, Кадыров с большой вероятностью тоже уйдет. Ну или присягнет новому, конечно, но большой вероятностью, конечно же, его попросят. Потому что его сами русские ненавидят. Вот такая вот у них там ситуация. И нам рассказывают, что вот Кадыров это большая угроза там и так далее, и так далее. Нет, это не так. И меня это возмущает, и я пытаюсь докричаться до них. И буду, наверное, еще сильнее кричать, потому что другого выхода нет. Так. Из зоны комфорта их нужно выводить. Им нужно показывать, что, господа, конечно, вы то, что говорите, это абсолютная ложь. Абсолютная. Иванка, Украина. Всем доброго вечера. Ичкерия будет Вильна. Перемога будет за нами, бо воля для нас понад усе. Спасибо, Иванка. Обязательно. Маулюд Алтинташ. Путин через Трампа хотел поссорить Америку с Европой, чтобы потом самому разделаться с Европой. Да? Так, есть. Почему ты решил, что евреи не скажут? А это не мне. Типа Росдемократы пусть сами учатся или лечатся. Исаак Шмулей, честно скажу, от Чехии не ожидал таких резких выпадов против России. Вроде Чехия была прорусской страной. Чехия, по-моему, раньше тоже высылала. Это не в первый раз она сейчас высылает. Против Чехии ведется активная работа российских спецслужб. Шах-ша, ассаламу алейкум, да поможет тебе Аллах аслам. Ва алейкум салам ша, машвуэль. Дерес хуйль. Амин, амин, масана дуэлу андалуа. Аслан, как ты относишься к действию Эрдогана в целом, Мурат Хамзи? Не знаю, я отношусь, знаете как, не в целом, не в целом. У меня есть один показатель, это Россия. Как к России относится, когда в Сирии надают по шее России, я поддерживаю не Эрдогана, а всех турков и Турцию. Если они в Нагорном Карабахе, в Азербайджане наваляли люлей русским или их пособникам, я это поддерживаю. Если Эрдоган встречается с Путиным, или когда его Байден называет убийцей, например, Эрдоган, не знаю, насколько это правда или нет, говорит, что это так некорректно и так далее, то я это не поддерживаю, не Эрдогана. Так. В целом, если в целом брать, Турция себя ведет очень хорошо и движется в правильном направлении. А правильное направление – это пресечение агрессии фашистской России. У меня все вот по одной линии, как говорится, господа. Так что у меня, если что, сильно не обессудьте. Шах-шах, удачи тебе, Аслан. Баркал Бруда. Уважение, крепкого здоровья тебе, Аслан. Да поможет тебе Аллах. Баркал Микро. Баркал, спасибо. Сегодня смотрел акции в Праге против террораша. Там пришли россияне поддержать Чехию с георгиевскими ленточками. Да. Брандон Адамс. Слова Джахара Дудаева сбываются. Слава Богу, что вот сейчас Запад очухался, хоть и поздно. Да, слава Богу. Так, Анзор В. Дудукаев. А что делать необразованным, у которых нет знания русского закона или немецкого? Анзор, ну, во-первых, надо учить. Если их нет, то надо постараться учить. Ну, законы учить, конечно, это будет очень сложно, но простые вещи элементарно. Да, в первую очередь я бы посоветовал бы читать. Просто в любую книгу берете, особенно желательно хорошую, конечно, и читать одну за одной. Прочитайте книги. И если вам уже много лет, то заставляйте это делать своих детей. Как угодно. Но не насильно, а чтобы они это полюбили.
несколько часов в день. А если ребенок полюбит чтение, вы уже не отберете у него эту книгу. Все, это уже зависимость у человека возникает. Поэтому это очень важно, чтобы дети читали. Ведь когда Всевышний Господь создал землю, вселенную, что он вторым создал? Да, если я не ошибаюсь, это было перо, написанное, писать. И пророку, когда ему не спасал Коран, как, может, я ошибаюсь, опять же, он первое, что сказал, читай, что ли, вот, читай, пиши. Это самое главное на самом деле. Это все крутится вокруг этого, все сводится к этому. Да, мы много чего не знаем, нам главное красиво. И не только это с чеченцами связано, но и с чеченцами тоже. Чеченцы на самом деле очень наивные люди, и мы очень доверчивые. Это хорошо, с одной стороны, это неплохо, с другой стороны, это нам много делает проблем. А те, кто нам врет, они так врут, что это просто невозможно. Пока ты с этим не столкнешься, ты даже не поверишь, что такая ложь может, такое лицемерие может быть. Опять же, возвращаясь к агенту Тузику, посмотрите, абсолютно, 100% раскрытая консерва. Не в Грузии его. В Грузии эта консерва сам рассказывает, что он угрозу представлял для Германии, для Грузии, и его попросили. Сам причем это говорил. Грузинские спецслужбы его попросили покинуть. Приехал в Польшу, столько боролся, все правозащитники за него. Абсолютно пошел вон. Сбегает в Швецию, создает вот эту ситуацию про нападение. 2 человека сажает в тюрьму для того, чтобы закрепиться. Смотрите, как важно его здесь закрепить. 2 человека пострадали. Один, и, наверное, скорее всего, это их люди, их имеется в виду там агентура или используемые ими люди на задание. Просто со мной выходят разные люди на связь, которые в том числе были агентами их. И они рассказывают, как их используют. Вообще никто, они мусор. Давай иди делай. Короче, все. Никакого больше права у этих людей нет. И все равно сидит на иншаллах, машаллах, ой, изволь шариат, боже. Какая это уровень наглости и лицемерия. Вот просто подумайте и все. И он не один такой. Поэтому много вот этих вещей, которые нужно нам понимать. Если брать конкретно про законы, Анзор, то, конечно, у любого человека должен быть адвокат. Вот. Всегда должен быть адвокат. Для этого нужны, конечно, деньги. На это нужно работать, нужно зарабатывать. Но мы потеряли много лет, не учились. Сколько? Практически 1-2 поколения просто потеряли время и не учились. И это большая проблема, с которой мы должны будем бороться. И я надеюсь, сейчас чуть-чуть там и в России, и в Чечне оккупированной, и здесь, в Европе, и в Турции, и в Америке у нас есть много молодежи, на которую мы рассчитываем. Но опять же, против нас будет продолжаться вести. Вот то, что мы сейчас ведем вот эту информационную, да, мы сейчас битва за умы идет, скажем так. И эти наши враги, вековые, 4 веков эти враги у нас, они не отстанут от нас. И предатели будут работать. Видите, несмотря, как бы пытались как бы закрепиться, на вот агента вот этого Тузика, как они пытаются здесь оставить. Любой ценой. Там лорд кровную месть объявляет. Сейчас опять какая-нибудь ситуация. Вот сейчас проигрывает суд опять. Суд не признал, что покушение было сделано. Вот эта имитация этого покушения была сделана по заказу Кадырова Рамзана, что вот угроза оттуда идет. Да, человек вошел в квартиру. Да, он уже
Это уже проникновение в чужое жилище. Плюс он сам говорит, там, припугнуть хотел. Видимо, для этого и было. Потому что мне тоже говорили, что его припугнуть хотят. Может, хотя это тоже поступала ложная информация по этому поводу. Всячески будут пытаться нашу молодежь заново собрать и отправить куда-нибудь в Сирию, опять кому-нибудь голову отрезать, еще что-то сделать. И чтобы мы здесь не развились, чтобы мы здесь не стали уважаемыми и вызывающими довериями людьми, против нас будет вестись огромная работа. Она ведется, каждый день ведется. И что мы можем этому противопоставить? Правду, знания и открытость, публичность. Мы должны публично об этом заявлять и говорить, разоблачать этих людей, что бы нам этого не стоило. Это та же война, они нас будут убивать, это без сомнения так. Так, давайте дальше. Удачи тебе, Аслан, говорит Шах-Шах. Баркал, дякую, дякую. Шах-Шах, Allah даси дуэла. Шах, мастера дуэла даси, дерезуэль. Файтер Израиль. Хочу показать вам то, над чем сегодня смеются в Израиле. Копирую с новостного израильского сайта. Так, давай смотрим, что ты нам покажешь. Я уже потерял это все уже. Так. Фриман антипутинизм. Российское телевидение когда-нибудь войдет в учебники истории как мощнейшее оружие массового поражения умов. Да, то, что сделали они сейчас, это уже, ну да, это уже такой максимальный уровень. Слава богу, эта ложь, она не держится все время. Вот что нас спасает. Так, салам, Асан. Салам, Эд, приветствую тебя, братка. Как жизнь молодая? Так, Iron Man, салам, Аслан ваш. Iron Man, валейкум салам, приветствую. А еще старого убили после того, как Сталин начал говорить и выявлять Тузика. Совпадение? Да, старого тоже убили. Это, ну, не знаю, конечно, сейчас прицеплять, ну, очень похоже было на это. Да, это Тузик, на самом деле, это такой матерый стукач, матерейший просто. Но вот за все это время ни один чеченец, который на меня лил грязь, хотя некоторые извинялись, не у многих хватило мужества извиняться, конечно, хотя многие, наверное, уже поняли, что он есть на самом деле. За все это время никто не задал вопрос, ты работал в Россети, ну, это, прослушивал телефоны. Чем ты занимался? Вот кого ты, с кем ты работал, назови нам своих директоров. Надо же сдавать их все, это же все враги. Он же сейчас на нашей стороне, как бы, да, не сдает, да, ничего про это поводу не говорится. А сколько у нас наших парней, наших партизан погибло. И именно эта гнида переводила, именно эта мразь переводила это все. И ее заслуженную гниду могли только отправить за границу, понимаете? Только которая доверяет, которая уже много-много, на которой уже крови, ей деваться некуда просто. И она не собирается деваться, это уже потомственное. Вчера Рубати нам рассказывала, я смотрел видео, она раньше об этом, оказывается, рассказывала, что у него и тетя где-то там ФСБ работает, там и так далее. Там потомственные просто предатели, матерые просто. И никто не задает вопрос, ты же прослушками занимался, кого ты, что ты знаешь, как ты, что ты. Никто эти вопросы не задает. Так, мы зависли, да, я так понимаю? Мы зависли? Да, зависает немножко.
Сейчас будем исправлять это дело. Так, сейчас одну минутку. Так, мы вернулись. Короче говоря, вот такая вот ситуация, поэтому все, что на меня будут говорить, это огромное количество будет на меня лжи. Поэтому не обращайте внимания, я к этому уже отношусь спокойно. У меня есть репутация, у меня есть вы, которые за меня уже не один раз заступались и давали отпор на ту провокацию, которая против меня велась. Поэтому вот по этому поводу просто не обращайте внимания. Ихирдушон. Да, иманна ихирдушон. Да, иманна. Дудаев Уэллалц Бейгар, Дудаев Вельча, после даже смерти Дудаева говорили, он работал, был заслан там туда-сюда. То же самое говорили про Басаева, то же самое говорили и говорят. И про Масхадова, и про всех остальных они говорят. Потому что у них другого выбора нет. Мы же их разоблачаем, им деваться некуда. Как найти, говорит, смущает, что да, так, это то, что почему он не идет на стрим с тобой. Это ничего смущать там этого нет. Просто я могу задать столько вопросов, на которые ему придется отвечать. Ну и привести факты, которые у меня имеются. Они имеются в большом, и свидетели имеются, и еще кое-что имеется. Много что там имеется. Некоторые вещи будем говорить, некоторые нет. А так объяснять им, разжевывать не нужно. Я много раз звал никогда, там уже, как бы он сделал из этого конфликт, да, когда он спровоцировал этот конфликт. Мы зависли. Так, зависли, теперь отвисли. Поэтому вот такая вот ситуация не идет и не пойдет. И я уже не хочу с ним разговаривать. Да, я с ним буду разговаривать только по букве закона. Больше, если это вошь с русского ватника засланная, да, это хуже Кадырова люди, которые, Кадыров открыто выступает, этот нас дурит, да, иштуй, боже. Конченый умщук он бадек дейді. Я дейлават, я дин дат, я гилк дат, ничего яцк. Yiğit mahbat, yiğit maham batser, цаич цаёл, умш, yiğit, аюзит маизи. Аюзит есть цундели юйцой. Ну ладно. А почему он топит за Навального? Сейчас они гелдер топит. Не знаю, почему топит. Может, знают какую-то информацию. Так. Когда уже трижды ты звал его на стрим или запись видео, но он высокомерно отказывался, ссылаясь на шутку, да, трижды, 30 раз я говорил, я и раньше говорил, и так говорил, и сяк говорил. Вот, короче, Аллахка. Так проверять мафию демократа именно этим образом. 7 хельвиз по-любому, 7 провокаций тузиков. Тузик, оказывается, метит президента какой-то страны. Да, президент. Хирукунах. Адам Магомад, Аслан, а ты допускаешь, что ты ошибаешься? В этом вопросе я абсолютно 100% я знаю, о чем я говорю. Никакой не допускаю. И опять же, говоришь он, например, я рву паспорт. Начинают писать комментарии. Там паспорт, это был не такой, срок заканчивался там и так далее, и так далее. Закончится. Дича срок, его же надо сдать, чтобы новый получить, да, или штраф заплатить. Так, и я публично это делаю, да, и так далее. Но все равно пишут. Потом другой парень, который рвет этот паспорт, на чеченском, который говорит, я не знаю, говорит, боцу, нохчим атла. Царь дает на кудар, но сайнак ишду, лицу дает души паспорт. В голове остается, видите, он поддерживает флешмоб, это значит человек, который не считает меня, как минимум врагом он не считает меня. Поддерживает, как максимум это наш соратник, единомышленник.
И он все равно у него вот это в голове остается. Это и есть, это называется тухлая рыба прием, когда на вас вываливает. И потом, когда Аслан Лорс, когда там он же, вот этот парень, как найти, врут свои паспорта, говорят, он левый, он не такой, там, потом вы купите новый, вот пишут. Я специально не удаляю даже некоторые такие оскорбительного характера комментарии, чтобы они потом увидели, как это происходит. Я тоже думал, если на кого-то сказать, что уже, я верю человеку, но в голове уже это щику колла, сомнение. Это очень трудно остаться 100%, чтобы тебя вот ни вправо, ни влево не пошевелили, когда они так делают. В этой ситуации, про которую я говорю, про этого Тузика, это стопроцентная правда, стопроцентная истина. Это доказывается не только, вот когда я говорю, что там на него можно подумать, что я это делаю из-за каких-то обид. Валлахи, биллахи, цаграм обид моя цусаган, как личности. Цусун эллаги динаги, валлахи, биллахи яц. Я даже не помню, что он дицан даломшин. Так я говорит, не шурца, да дагакетца, но да он хулится диц. Валлай, билладать. Просто если эльш сох цатиш, сунца держится диц эльшхайна. Кибеш цатиш, сох держит диц шумай. Но дрземну хэну гойтердуй. Время покажет, все расстанет на свои места. Но нет никаких, я переживаю, мне обидно за нашу молодежь, которую они вот дурят, которую они там куда-то направляют. И ценой своей репутации, ценой своих ошибок я пытаюсь вот это его разоблачить. И дукаю факт разоблачать. Просто дукаю. Шедом объективно есть. Подайте гушду. От и до хаусиш массу гуман. Там, от начала до конца. Откуда приехал, как приехал, зачем приехал, почему приехал. Чем занимался до этого, как врал все это, сколько лжи у него там есть, на кого работал, духом жду тяга. Почему ему французы, польские, грузинские, европейские, почему европейские правозащитные, я в интервью оговорился и имел в виду, что в Европе российские правозащитники защищали его. Европейские правозащитники, если вы заметили, не защищали его. Потому что, видимо, у них есть эта информация. А российские своего защищают, потому что, там, и так далее. Нужно как-то делать. И все страны отказывают. Почему? Как еще? Если у тебя есть юридические основания, тебя преследуют, тебе кровную месть объявляют. Я не говорю секретную информацию, которая у меня имеется. Я говорю просто то, что мы видим. Я абсолютно в этом уверен. Я уверен не только, что он, еще там есть лица, которых я фиксирую, собираю всю информацию. И в нужное время нашей прокуратуре, нашим спецслужбам, если они у нас появятся, буду предоставлять все это. Потому что все, кто работает на России против чеченского народа, на Россию против чеченского народа, это такие же кадыровцы. Изюкаешь, сунам разница. Заугая фамилия, Ютель, Гантемира фамилия, Ютель, или там Кадыров фамилия. А какая разница? Все они работают против чеченского народа, против многовековой мечты чеченского народа вырваться из этого плена. Ведь когда мы вырвемся из этого плена, когда мы начнем строить свое государство, создадим все ветви власти, устоится это государство. У нас ведь не устоялось. Год-два. Первая война началась через 3 года. Эти 3 года они в 92-м на Ингушетию напали, геноцид устроили, чтобы втянуть. В Конституцию свою нас вписали уже в 93-м году. В 92-м году они, по-моему, вписали. И все это время они Дудаева просто днем и ночью атаковали. Все наши ветви власти, молодую вот эту республику атаковали как могли. Благодаря тому, что вокруг Дудаева нашлись достойные сыны своего народа, интеллектуальные, сильные, смелые, умные, достойные, храбрые, духом штарцига. Эти люди смогли это государство установить. Потом война закончилась,
Первая как бы закончилась. И 2 года мы ничего не успели сделать. Плюс разруха, еще хуже, чем у Дудаева положение было. И все, потом вторая война. У нас не было времени, чтобы вот как-то мы организовались. А мы это организуем, у нас другого выбора нет. Но мы это сможем делать только при помощи международного сообщества. Только мир нам может в этом помочь на сегодняшний день. Из-за того, что у нас нет сил захватить там город Джохар или там нашу республику, это не значит, что мы должны сдаться. Нет, мы не должны сдаваться. Но они уже ведут против, враги наши, ведут против нас по-другому войну. Да, они убивают тоже нас, но они нас сейчас информационно дискредитируют, потому что очень много сил. Причем они, знаете, как делают? Если они сегодня что-то запланировали, которое произойдет через 5 лет. Начинается вот это все подготовка, духу волвоцер. Не забываем, что Россия это не просто соседнее государство, которое на нас напало. Это империя, многовековая, там 100-200 лет этой империи, которая много-много-много иностранных государств к себе присоединила и держит их в этом, и управляет ими. И не только это чеченцы, да, и у них большой опыт. У них много-много людей на это направлено, много-много книг по этому поводу написано. И мы этого не знаем всего. Нам это всего... Нас в это не посвящают. Но работа ведется и будет вестись против нас. Кибу, Куз Германия бу, Берлине бу. Раскшенти болбеш, раскшенти бацашаш бош, открыто болбеш бешем, халабац. Хотя бы ты видишь их, как бы притворяясь, да, если, ну, дух-духаешь, короче, диц. Ой, массара, бабиш, буалбуи. Мы должны четко определить, мы граждане Чеченской Республики Ичкерия. Других мы не признаем. Россия наш вековой враг, многовековой враг. На Россию убило столько. И мы должны об этом везде говорить. Везде, где только можно, мы должны говорить. Нас убивают, над нами совершается геноцид. Откровенно нас депортируют в Россию, когда вот сейчас Франк Штайнмайер, по-моему, да, это был. Сейчас я гляну точно. Депутат Бундестага. Сейчас я его найду. еще. Вот он. Швабе, Франк Швабе. Говорит, смотрите. Я считаю неприемлемым депортировать в Россию людей. И, внимание, если мы не на 100% уверены, что потом высланные отсюда не окажутся в Чечне. Вы понимаете, что это значит? Если прочитать, я считаю неприемлемым депортировать в Германию это людей, это, ну, в Россию людей, это, ну, отлично. Ну, неприемлемо, конечно же, в России. Если мы на 100% не уверены, что он попадет в Чечню, тогда елки-палки, вы что вообще несете такое? Это, ну, подумайте, мечты дали на царь, а усишвай, дохку мадуа, что Чечня, дубок, ишадега, акичана и дать. Как будто это какое-то государство. Они так русские преподносят, что они не контролируют, что они сами против. Но так как это политика Путина, так как Путин столько тяжело восстановил эти исламисты, эти чеченцы, непонятные какие-то люди, и он еле как восстановил, спас Россию. А представьте, если бы он не спас бы, эти исламисты захватили бы Россию, они бы взорвали бы атомную электростанцию, какую-нибудь гидроэлектростанцию, они бы вам нанесли, захватили бы какой-нибудь там коронавирус, штамм коронавируса или еще чего-то похуже, и бубонной чумы, и распространили бы ее по всему, там, и по всей Европе. Они вас всех убьют, говорят. А в это время вам в карман еще 10 миллионов засовывают евро. И сидит какой-нибудь там немецкий политик и говорит, ну да, ты прав. Вот до чего дошло, понимаете? Вот до чего дошла ситуация. Откровенно, мы живые тут еще есть.
откровенно при нас говорят, что в Чечню нельзя, в Россию можно отправлять. Вот это Франк Шваба говорит. Опять же, ничего, ну, отличное начало. Я считаю неприемлемым депортировать в Россию людей. Потом вы здесь не окажетесь в Чечне. Как они не окажутся в Чечне, если они граждане России, а у Чеченской Республики часть России, которую они называют, возникнут вопросы к гражданину России, который живет, например, в Москве или в Челябинске. Туда немедленно выйдет группа задержания. Или будет один звонок в Челябинск, и там задержат, эти приедут, заберут его обратно. И все. Ну как такое можно говорить? А при нас это говорят сегодня, в настоящее время, вот такое к нам отношение. И в судах здесь точно так же. Не дают вам жить в Чечне, живите в России. Это такая законная отмазка немцев, чтобы нас отсюда выкинуть. И немцев, и у других. И почему? Потому что мы молчим. Да, против нас ведется работа, но мы же можем как-то противодействовать. И мы должны противодействовать. И мы будем противодействовать. И у нас чуть-чуть, как говорится, молодость, да сюльш, медленно, дали там, дали уж. Так. В Украине погаснут свечи империи зла, говорит Чингисхан. Инша Аллах, Чингисхан. Дай Бог. Так, Великая Армения от моря до моря. Аслан, а Ичкерия могла стать независимой без войны или нет? Ну, это не к нам вопрос. Великая Армения от моря до моря. Это не к нам вопрос. И мы стали независимой без войны. Пришли русские и оккупировали нашу страну. И все. А так, как бы, конечно, мы же жили свободно. Все вопросы к русским. Братья, давайте поддержим Аслана Эдмамеда. Спасибо, Эд. Аслан свой сценарий они проводят. Да, Ури, совершенно верно. Но мы для чего? Чтобы они не осуществили свой сценарий. Так. Это как если меня будут депортировать в Грузию, если я не окажусь в Схинвальском регионе, так называемой Южной Осетии, говорит Заза. Да, Заза, абсолютно так. И я тогда ему в комментариях, этому Франку Швабе, написал: я вас понял так, уважаемый Франк Швабе. Я считаю неприемлемым депортировать в Германию евреев, если мы не на 100% уверены, что потом высланные отсюда не окажутся в Освенциме, Польша. Да, это известный концлагерь Польши. Я ему написал, прямо его там в Фейсбуке у него под этим. Молчит пока. Ну, лайки мне там поставили некоторые. Так, эти предатели рьяно отстаивают интересы империи зла, веками уничтожавшие их народ. Нелегкая задача у этих манкуртов оправдать злодеяния оккупантов, убивших третьих народа, 42 тысячи, из которых дети. Да, именно так. Именно так. Дал бихам бирбу шунсун. Цена бирбу бихам. Те дюзел штя дал бихам бирбу. Отцел хылдалштол вай оман, отцел вай бех боч, кентри юари, зудри бейш, бакинах, бой шхалак беш, цан годеш болш бол. Далалак бойлиш. Далалак дал бихам бойльцан. Бирам бу бихам, хаам хасу бирбу. В моей жизни не было ни одного человека, ну, еще есть, которые не дожили, правда, до этого случая, у которых уже я не вижу, чтобы я не видел уже наказания со стороны Бога этих людей. Нет у них шансов. Шансискала мила люцер. Исискала ханга ялу шуки. Да, вала велиси сискал. Да, алхалуш ма яри хумма цадича. О, диш халаке. Так. Фриман антипутинизм.
Черной душой Адама сыновья, для них предательство и ложь, друзья. О грешник, когда пробьет ваш час, Аллах по черноте узнает вас. Абуль аль-Мари. Так, предатель. В чеченском народе трусость и предательство всегда считались самым большим грехом, чтобы его не оправдывали. Чем бы его не оправдывали? Так, Мюжидов Кюра. Так, это не мне. Вчера в Украине убили грузинского бойца Давида Шартава. Да, Заза, я видел в Фейсбуке эту новость. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким, приношу соболезнования грузинскому народу и украинскому народу, который он защищал. Герои не умирают. Дай Бог, чтобы его дело не было зазря, за которую он отдал свою жизнь. Секрет Румтер. Асна, как с вами провести прямой эфир с телефона на тему независимость Чувашии и Татарстана? Секрет Румтер. Я пока не готов проводить этот стрим по поводу Татарстана, Чувашии. Я очень плохо в этой теме пока ориентируюсь. Можда, да как знаете, я не сомневаюсь, так не мне, Фриман Антипутин. Человек, ставший изменником, часто бывает свирепее врага. Это закон природы. Что случилось с предателем, предавшим чеченский народ? Абсолютно верно. Потому что, Фриман, этим людям деваться некуда, понимаете? Русские соберутся и уйдут, как когда-то ушли. А им оставаться. И они возвращаться в Россию, они вот корень теряют с чеченцами. Потому что там мы, которые уехали, так, любя свою родину, да, заботясь о своих, думая о своем народе, о своей родине, мы, несмотря ни на что, мы не потеряем свои корни. А эти люди, которые покинут свою землю, они не нужны ни там, ни связь теряется, потому что они были не за свой народ, они кормились за свой народ, они питались кровью и плотью своего народа. Вот чем они занимались. Ури, Волш очень отлично. Им дом де ла Волша, мушон де ла Ешаца, военным Ешмек, моему старшему, це Еша. Так. Спасибо, секрет Румпер, и вам удачи. Когда вы к нам придете забирать Крым, вояки, добрый 03 супер. Да, знаешь, добрый 03 супер. Когда вот вы понтуетесь, должны вы какие-то основания на ваши понты, что вот вы что-то великое сделали. Захватить, назвать человека братом, народу целый братом, усыпить их, конечно, это вина самих украинцев, конечно же, что поверили. Но вот такие мы люди, благородные люди, они всегда верят. Но больше мы не поверим. Не поверим. Да, Алмула. И вот назвать это потом, что вот заберите там туда-сюда. У вас нет вояк. Вы всегда ведете войны, и вы всегда проигрываете вот схватки, столкновения. Вы можете только вот жестокостью, подлостью, обманом это сделать. Это не красит. Вот сейчас последний случай. Подтянули войска к Украине. Все, мы сейчас нападем, там это сделаем, то сделаем и так далее. И в этот момент звонит Байден. Вы русские, вы же братья называете, вы же славяне, вы же все братья там. Да, это же не с Чечней или с Грузией. Это же ваши, как вы говорите, ваши родные люди. И вам позвонил вообще посторонний американец, и у вас уже радости столько навалило. И ваш пропагандист Соловьев, вот эти все ваши главные лица, визжат от радости, нам позвонил, вот мы там показали. А что показали вы? Вы просто историю влезьте. Вы своему брату поставили нож к горлу, и чужой посторонний человек говорит, подожди, не убивай его, не режь.
слава богу, этот нож горла еще и вам вернется. Вы это не сможете осуществить. Сейчас уже о вас знает весь мир. Поэтому вам при личном обществе, вот таким людям, как ты, не нужно вообще находиться. Вам нужно молчать ниже травы, тише воды быть вам нужно. Позорники просто. Самые настоящие позорники. Так. Сегодня я вам... давайте я вам покажу видео. А то без видео как-то уже скучно становятся наши стримы. Я вам покажу про американский дрон. Давайте посмотрим. Несколько минут, тогда долго смотреть. Как вам такая игрушка? Вот если вот такие игрушки патрулировали бы Чеченскую Республику, ни одна гнида из-за поребрика к нам не пришла бы. Dust cap installed serviceable, safety handle 12. Position clear on damage. Yes. Assembly against nose extensions. Yes. Tab 2 against suspension lug. Подвесили. Ну ладно, это технологии военные. Они мне не очень нравятся, но вот именно с дронами, я думаю, нужно будет немножко поработать и нам, и всем остальным. Потом я вам хотел показать короткое видео, как обходить блокировки в случае, если вы не можете там зайти на сайт. Это тоже потом кому-нибудь да пригодится. Один из моих любимых сайтов. Почему? И что теперь делать? Власти разных стран могут ограничивать доступ к сайтам по всевозможным причинам. Терроризм, наркотики, нарушение авторских прав. Однако в авторитарных странах блокировка нередко становится инструментом давления и цензуры. Власти запрещают доступ к информационным ресурсам, контент на которых правительству не нравится. Но даже к заблокированному сайту можно получить доступ. Прокси-серверы, VPN и Tor. Самый простой способ продолжать читать заблокированный сайт через зеркало, то есть копию сайта, которую создают специально на другом незаблокированном адресе. Однако зеркала тоже рано или поздно попадают под блокировку. Более надежный способ – зайти на сайт через сервер-посредник или прокси. Обычно эти серверы находятся в других странах, где нужный вам сайт доступен всем желающим. То есть с помощью прокси вы подключаетесь к интернету не из своей страны, а из-за границы. К прокси-серверам можно подключиться через специальные приложения для телефона или компьютера. А в приложении настоящего времени, например, функцию прокси можно включить одним кликом.
Если наш сайт заблокируют в вашей стране, вы все равно можете читать и смотреть нас через приложение благодаря встроенному прокси. Похожим способом блокировки сайтов обходят VPN-сервисы. Но в отличие от прокси, они еще и защищают ваши данные и анонимность в интернете. О VPN мы подробно рассказываем в одном из наших видео. Еще один вариант, даже более безопасный, чем VPN, но более сложный в использовании – анонимный браузер Tor. RSS. У многих сайтов, в особенности новостных, есть RSS-ленты – экспорт статей на независимые платформы. По RSS материалы сайта будут доступны в специальном ридере или на сторонних сервисах. В настоящее время, например, можно читать в Яндекс.Дзене, где мы регулярно публикуем лучшие видео и статьи. Социальные сети. Наконец, большинство изданий и сервисов публикуют контент не только на своих сайтах, но и в соцсетях. Причем Инстаграм настоящего времени, где мы публикуем новостные фото и короткие видео, вовсе не похож на нашу страницу в Ютубе, где мы выпускаем длинные передачи и новостные сюжеты. Или на Телеграм, где мы публикуем новости. Плюс иногда соцсети предлагают собственные функции для обхода некоторых видов блокировок. Например, Instant Articles в Фейсбуке. Если вы переживаете, что ваш любимый сайт могут заблокировать, начните фолловить его во всевозможных соцсетях, чтобы не пропустить никакой контент. Так, это вам тоже будет немножко полезно узнать, как все это работает, чтобы можно было в случае чего обойти. Так, давайте перейдем к вашим вопросам. Я, например, пользуюсь VPN. Я себе установил. Это платный VPN. Я плачу, по-моему, 15 или сколько-то евро в месяц. И все, у меня как бы все защищено. Ну, как, по крайней мере, как говорят. Пользуйтесь, да. Ну, если вы платно делаете, то у вас вы как-то заключаете договор, они как-то контролируют этот процесс. В этом плане поудобнее, да. Ну, можно пользоваться и бесплатными, они тоже есть, эти VPN. Поэтому защищайтесь, учитесь, развивайтесь, потому что без этого будет нам очень сложно. Нам без этого будет очень сложно. Так. Имперскому, русскому, фашистскому миру остается только надувать щеки и шипеть, пытаясь испугать весь мир. Но на мелкие пакости силу Кремля режима пока хватает. Да, я даже не антивирусом не пользуюсь вообще, а вирус ловлю раз в 5 лет, после чего переустанавливаю винду. Ну, нормально. Я тоже особо в этом не разбираюсь, но нужно как-то себя пытаться. Раз все говорят, что надо пользоваться, я узнал, что здесь в Германии есть один из самых лучших вот этих. И вот подписался. Аслан, украинский VPN, бесплатное местонахождение ставишь Канаду и в путь. Мождат, под этим видео размести, я ее потом закреплю, ссылку на этот украинский бесплатный VPN, который ты говоришь, чтобы, если что, люди могли воспользоваться. Ну, правда, с комментарием, что VPN для там безопасного пользования интернетом, там что-нибудь такое. Так. Аслан, главное, тебя слышат, все за нами, правда, и Маша. Далмула, ури, далмула. Не услышать нас очень трудно. Мы кричим как только можем, хотя могли бы и больше кричать, но не услышать нас, просто откровенно просто человек, если лжет, тогда он нас не услышит. А так мы говорим и будем говорить. Далмула. Да, Аллах дал нам такую возможность, предоставил нам понимание этого, интернет, и слава Богу, мы можем это делать.
Ассаламу алейкум, Асан. Ты хорошо владеешь немецким, раненый зверь? Алейкум салам. Нет. Я практически с немцами не общаюсь. Плохо владею я немецким. К большому сожалению. Я его никогда не учил в школе, везде всегда учил английский. Ну вот. Попал бы я в англоязычную, мне было бы намного проще страну, но мои родители жили тут, и я был вынужден приехать сюда. И нисколько не жалею. Кроме вот языка, с языком проблема. Ну ничего, я как-то занят этим делом. И поэтому, ну, я в русском информационном поле чеченский знаю, украинский знаю. Украинский я очень хорошо понимаю, если, даже очень быстро, если говорят. А русский тоже немножко знаю. Так, наше время заканчивается, и я вам хочу показать еще одно видео, друзья. Это тоже очень интересное видео. Я думаю, вам это понравится. Сейчас мир переходит на новую формацию, как говорил Шамиль Басаев. И сейчас машины, которые делаются, они уже электрические. И мне кажется, за электрическим двигателем будущее. Очень удобен, очень практичен. И сейчас уже настало время, что вот все переходят на электрический. И вот Audi запустила машину e-tron GT называется. Мощнейшая просто машина. Очень красивая такая, на Porsche похожа. И как бы, в принципе, это одни и те же там производители. И я бы хотел показать вам завод сборки этой Audi электрической. Здесь 25 минут, я все вам показывать не буду. Буквально, я не знаю, сколько у нас, 7 минут осталось до конца. Я бы хотел вам предложить посмотреть это. Я это показываю для чеченцев, чтобы, в первую очередь, для чеченцев, чтобы вы понимали, как далеко ушел мир, как далеко, как нам нужно развиваться. Те технологии, которые ушли, их нельзя просто украсть или забрать. Да, ну, может забрать, если только войной захватить, как Советский Союз это сделал в 1945 году. И то, да, это не будет развития. То, что они в 1945 захватили, вот через 70-80 лет до сих пор они этим пользуются. То, что вот тогда немцы, им удалось у немцев вывести, украсть, там, захватить. И для этого нужно растить своих ученых, инженеров, физиков, химиков, юристов, экономистов. И вообще новое государство, в новом понимании, вот в сегодняшнем мире, понимаем, мир-то развивается, как бы мы не хотели этого или нет. Новое государство, оно подразумевает для полного развития образованных людей. Мы все должны понимать, как оно устроено, это государство, как оно функционирует, как оно работает, для того, чтобы мы могли там смену власти производить, там, сохранять там, институты власти, чтобы они там не разваливались или не разбегались, отстаивать интересы в мире, не имея мощи, не имея такой военной мощи или там мощных финансовых каких-то миллиардов там и так далее, или разведслужбы суперэлитной, которые мы не имеем, и нам нужны годы, чтобы собрать ученых, собрать спецслужбы, собрать там юристов и так далее. Десятилетия, не просто годы, десятилетия нам для этого нужно, чтобы мы до уровня поднялись. И вот мы должны сейчас это понимать. Сейчас посмотрите этот завод, по которому собираются эти машины. И задумайтесь, как долго нам придется к этому продвигаться. Ведь настанет время, они еще дальше, немцы, разовьются. Американцы, японцы, корейцы, все они разовьются. Мы все будем у них покупать. И
каждый год, каждое там десятилетие все новое, новое, даже быстрее происходит открытие, новые там происходят вещи. Весь мир изменился, да, только благодаря тому, что придумали смартфон, по которому мы можем видеть и разговаривать. И еще будет больше изменений. Я хочу донести до чеченцев, чтобы мы понимали, что для того, чтобы было государство, у нас должны быть образованные люди. Это мир образованных людей. Сейчас настало время образованных людей. И мы должны в этом направлении двигаться. Инженеры, там, физики, юристы, все нам нужны. Вот все художники, писатели, ну все нам нужны. Сейчас, в данный момент, нам нужны журналисты и юристы, а так нужны, конечно, нам все и будут нужны. Поэтому посмотрите и сделайте выводы, на каком уровне уже находится Германия и как далеко нам, у нас дома строятся мечети и спортзалы. Все, никакого развития нет. Мечети полностью подчиняются духовному управлению мусульман, никакой свободы там нет, чтобы ты мог, тебе забивают пропагандой просто. Это место для сбора, для пропаганды. Вот мечети создаются в Чечне, которые русские нам закладывают через своих проводников, да, чеченоговорящих предателей. И спортзалы. Ну, опять же, это пиар себя, вот этой власти. Ну и чтобы люди отвлекались, молодые люди, чтобы не шли мочить русню, а отвлекались на это. И вот кумиры создаются из наших Дудаева, Гилаева, других, третьих людей. Вместо них нам подаются вот эти гладиаторы, которых заставляют на публику, на потеху публики драться. Ну ладно, все это вы знаете. Приятного вам просмотра. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Посмотрите несколько минут. Этот прекрасный завод, где собираются Audi и e-tron GT. И до среды из Ханова. Всего самого хорошего. Адикёль, маш ойл. До свидания, друзья.